Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас. Тема непростая, и звучит она так. Ваша жизненная ситуация, почему она возникла и правильно ли вы поступаете, правильные ли решения вы принимаете именно сейчас. Может быть, какие-то подсказки, советы. Вот что высшие силы посчитают правильным, я вам все это расскажу и передам. Если в вашей жизни есть серьезные проблемы, вы столкнулись с какой-то неразрешимой дилеммой, для вас это отсыпочка. Пожалуйста, подумайте, сконцентрируйтесь на своей проблеме, на своих обстоятельствах, обратитесь к высшим силам, попросите помочь, подсказать, дать совет, и рассудить, правильно ли вы поступаете, правильные ли решения вы приняли, либо будете принимать. Да? Может быть, у вас уже какие-то там наметочки есть. Настраивайтесь, пожалуйста. Я дам вам немножечко времени. Если вам нужно много времени, поставьте видео на паузу, обо всем подумайте. Не переживайте. Я перед отсыпкой провела обряд, попросила высшие силы направить ко мне именно тех людей, кому эта отсыпка будет нужна. Я знаю, что высшие силы и умны, и мудры, и они кому не надо, да, либо кого другая судьба ждет, да, другие ситуации, обстоятельства сюда не направят. Так, я думаю, что вы уже готовы. Убираю назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Угу. Перекос пошел очень сильный, пошел перекос. Так, почему-то вы абсолютно одиноки. Вот в своей проблеме, в своей беде, в своих страданиях, будь то физических, будь то моральных, вы абсолютно одиноки. Может быть, вокруг вас много людей, семья, муж, дети, родители, друзья, но вас либо не понимают, либо вас не слышат. Да вам не с кем поделиться болью, да, которая у вас на сердце, этой тяжестью, которая вас придавливает просто к земле. А состояние тяжелое. Состояние тяжелое. Я вижу, что вы держитесь, я вижу, что вы там, пытаетесь какую-то картинку создавать, что у вас все хорошо, замечательно, но вы потеряли покой. Вы потеряли даже хороший, добрый сон. Либо сложно спать, в плане бессонница, вам сложно заснуть, вы постоянно просыпаетесь. Либо вам плохие сны могут сниться. Прям такие вот беспокоят вас. Может быть, помните, что плохое снилось. Может быть, просто вот это ощущение страха, беспокойства. Вы не высыпаетесь, явно не высыпаетесь. И какая-то прям такая атмосфера давит. Вот прям давит все на вас. Вы смотрите по сторонам. Люди живут, наслаждаются жизнью, что-то улыбаются, планы строят, во что-то верят. А вам тяжело, вам тяжело. Вы не завидуете, нет, вы просто себе удивляетесь. Как так, да? Что со мной не так? Почему мне так плохо? Вот всем хорошо, а мне плохо. И, конечно, немножечко раздражает то, что вас не понимают. То, что ваши проблемы людям не интересны. Вот так для себя решили. Ваша жизненная ситуация. Почему она возникла? Тут виной другой человек, мои хорошие. Это не ваши ошибки, это не ваши проблемы, кармические задачи, грехи, да, вот все, что вы себе думаете. Нет, ответ не тот. Правильный ответ: вам эту ситуацию подбросили, устроили искусственным образом, чужие руки вам эту ситуацию создали. Возможно, вас в нее загнали, затолкали,
знаете, как кинули, да, тоже может быть. Но вы в этой ситуации оказались не по своей вине. Вы стали жертвой. Вы в будущем, кто-то раньше, кто-то позже, поймет, о чем я говорю. И виновник, будет известно все об этом человеке, и имя, и фамилия, и цели, и намерения, и даже вот детали, да, как этот человек для вас вот эти капканы расставлял. Виновен конкретный человек. Сейчас я скажу очень непопулярную вещь, но тем не менее я ее скажу. У одних, у половинки из вас отыграется, что вы действительно как человек, вот как ангелочек, добрый, доверчивый, открытый, как ребенок. Вы стали жертвой злого, коварного человека из-за своей доверчивости, из-за своей любвеобильности, из-за своего милосердия. У другой же половинки отыграется, что вы стали жертвой магии, жертвой врага, который магическим путем пытался, либо даже до сих пор пытается от вас избавиться. Это звучит страшно, трэшово, я это все понимаю, но, девочки, я это вижу, мальчики, я это вижу. Мы живем в таком мире, где люди способны на все. И даже вот опираясь на свою практику, а практикую я уже 26 лет, поверьте, такие истории были, что даже вот в голливудских фильмах не покажут. Люди ради достижения своих каких-то мнимых целей, идей и желаний готовы абсолютно на все. Но это жизнь. Это жизнь, и да, иногда она страшная. Вы не расстраивайтесь, вы не переживайте. Я вижу, как разрешится ваша ситуация. Сейчас мы до этого дойдем. Мне что-то прям аж тяжело стало говорить, знаете, вот прям ком такой тяжелый. И почему-то по ногам дает, не могу понять. Вот ноги начали как-то крутить, ныть и как прям горят. Такое странное ощущение. Между лопаток тоже очень горит. Может быть, это ваше состояние сейчас. Либо туда вы получали удары, либо у вас стресс, да, вот именно повлиял на эти части тела. Тяжело, очень тяжело. В висках, кстати, давит. Так, помогать вам никто не помогает. Вы особо, кстати, кто-то даже и не просит помощи. Вы знаете, что вам откажут, вы знаете, что от вас отмахнутся, и вы даже не просите. Люди, на которых вы надеялись, попой повернулись. А что вы сделаете? Да, так иногда бывает. Ваши проблемы чужды другим, вы это знаете. Кто-то с этим смирился, а кто-то очень сильно из-за этого переживает. Вот прям душа у вас из-за этого плачет. Значит, мои хорошие, по поводу ваших решений, те решения, которые вы сейчас приняли, либо вы принимаете. Эти решения, они не то чтобы правильные, они не то чтобы полезные. Эти решения – это необходимость. Это просто такая строгая, прямая необходимость. Эти решения, они логичны, эти решения, они эффективны, но, возможно, немножечко как по времени затянется эта ситуация. У кого-то дольше, у кого-то побыстрее все порешается. Смотрите, вам вот самостоятельно в моменте здесь и сейчас из ваших проблем просто не выбраться. Вы простите, что я так говорю, но я говорю то, что я вижу, то, что мне передали высшие силы. Вам, к сожалению, самостоятельно не выбраться. Я вижу, что кто-то из вас должен воспользоваться помощью конкретных людей. Может быть, это люди-профессионалы, да, там, юристы, какие-нибудь там агенты, советчики, там, не знаю, правоохранительные органы. То есть вы должны воспользоваться. Либо через людей, через хороших и добрых людей вы должны решать свою проблему. Свои не помогут. Вам помогут те, кого вы не знаете, да, чужие, хотя чужих у вас уже не будет. Люди незнакомые будут вам помогать. Эти все люди, они будут вам направляемы свыше. Считайте, что это ангелы, которые переодеты в людей, да, в костюмчик человека, переодетый ангел. Вас
поразит, насколько много хороших, добрых людей вокруг вас. Вас поразит, насколько люди профессиональны, душой, да, душой болеют за своих там клиентов, за свое дело. Вас ждут открытия, настоящее открытие. Вот в мире людей, да, в мире людей. Это интересно. Это очень интересно. За вас, я вижу, просят ваши духи, духи вашего рода. За вас просит ваш ангел-хранитель. И высшие готовы вам помочь. Поэтому эти люди будут вам посланы. Смотрите, буквально в течение нескольких дней, там, дней 10, там, 14, да, 2 недели, я вижу, что вы будете искать в пабликах, в интернете, на форумах, на каких-то, может быть, собраниях, я не знаю, какие-то организации, вот, где люди, там, профессионалы собираются. Вы будете собирать информацию, и вы будете искать людей, которые будут вам помогать. И вы этих людей обязательно найдете. Обязательно. За деньги не волнуйтесь. Не волнуйтесь, вам будут посланы ангелы. Но, как известно, ангелы денег не берут. Ну, не то чтобы прям не берут, да, может быть, какие-то расходы придется покрывать, там, расходные материалы, там, понятно, бумажки, документы, пошлины. Но вам будет достаточно средств на то, чтобы совсем с этим справиться. Идет защита. Вам идет защита и помощь от людей. Те, кто под магией, я так понимаю, что вы будете обращаться к специалистам, которые с магией борются, да, и магию убирают. Поверьте, вы найдете именно того человека, кто вам поможет. Хороший совет, хорошую чистку, кому что понадобится, то и буду делать, да? Вы найдете. Причем найдете тоже вот через людей. Придет ангел в виде какой-нибудь девочки, мальчика, там, не знаю, бабушки, дедушки, и скажет: а вот знаешь, там-то живет такая женщина, она умеет то и то, это и это, помогает. А вы так скажете: ой, а почему и нет, пойду и схожу. Пойдете и сходите, и снимут с вас всю эту гадость. И тогда дела ваши пойдут в гору, и решаться все начнет, и прогресс у вас будет, и улучшится и по здоровью, и в семье улучшится, и по финансам улучшится, и все у вас будет замечательно. До конца года вы все свои проблемки, львиную часть этих проблем, основное ядро, да, ваших проблем, вы решите. Решите и избавитесь от этих вот мучений. Новый год. Но опять же, у кого-то отыграется Новый год классический, да, там 31 декабря, у кого-то даже вот до китайского дойдет. Вы уже отмечаете человеком свободным, освободившимся от этих всех проблем и пут. Человеком радостным, человеком благостным, человеком, который не боится будущего, а с улыбкой смотрит в свое будущее, потому что знает, в будущем все будет хорошо. В будущем будет жизнь в радость, жизнь в наслаждение. Значит, мои хорошие, от меня вам совет. Не бойтесь говорить о своих проблемах. И есть проблема. Кричите о ней. Хотите, микрофон возьмите, хотите, рупор возьмите. Рекламу можно дать, да, о своей проблеме. Ищите людей, и вы их найдете. Высшие на вашей стороне. Высшие вам помогут. Духи рода, пожалуйста, и помогут, и подскажут. К правильным людям вас направят, перенаправят, да, все у вас получится. Для чего вы зашли на мою отсыпку? Вы зашли для того, чтобы именно воспользоваться этим советом. Начать очень громко и настойчиво говорить и просить помощи в своем деле, в своей проблеме. Вам идет избавление через добрых людей. Добрые люди, как, знаете, по каждому делу в своей сфере, да, будут появляться эти люди, которые будут вам помогать. Вот так, мои хорошие, все у вас разрешится. Со своей стороны я вот этот песочек весь закрою, который с проблемами. Я проведу обряд на скорую помощь вам, на решение ваших бед и на ваше спокойствие, чтобы душенька у вас успокоилась, чтобы вы себя в руки смогли взять, и чтобы головушка у вас все-таки холодненькая стала, а не вот такая горячая, мозг прям кипит, взрывается.
Вот так, мои хорошие. Если вы заинтересованы, если вы мне доверяете, просто в комментариях напишите свое имя. Напишите имя, чтобы я вас включила в молитву, которую я буду в обряде использовать. Добра вам, мои хорошие, благости вам. Пусть жизнь ваша будет счастливой и радостной. Пусть поскорее все эти беды уйдут. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.